Всем привет-привет, друзья! Меня зовут Милана, и сегодня мы находимся в детском национальном технопарке. Прямо сейчас здесь проходит выездной этап фестиваля первокурсников БГУ UFM. Сегодня здесь проходит музыкальный интеллектуальный квиз и квест-гонка. Пообщаемся с первокурсниками, пообщаемся с организаторами и узнаем и покажем вам, как классно проходит сегодняшний день. Каждый год UFM привносит все больше и больше новшеств, и в этом году фестиваль первокурсников наконец-то присоединяется военный факультет. Рядом со мной сейчас стоит куратор команды военного факультета Андрей Манько. Андрей, расскажи, как решились на такой шаг и как вообще настроены ребят? Милана, я вас слышу. Команда настроена потрясающе, ребята максимально заряжены. Решили в этом году поучаствовать, потому что лучше поздно, чем никогда, и показать наконец-то аудитории лучший факультет БГУ. Ну, действительно, ребята, вы что скажете? Как у вас настроение? Честно говоря, настроение драйвовое. Да, вообще, честно говоря, я уже никому не верю, ничего не жду. Хорошо, умеете ли вы танцевать? Танцевать, конечно. На плацу мы танцуем регулярно. Прямо сейчас у первокурсников идет квест-гонка, и рядом со мной куратор команды факультета журналистики Стас Ратахин. Стас, расскажи, во-первых, что за интересная концепция команды у вас, и что прямо сейчас твои ребята за твоей спиной делают на пикете? Наша команда в этом году называется «Взгляд», и самое главное, запомните, что любовь передается взглядом, поэтому мы за вами следим. Но сейчас происходит пикет организаторского направления, и ребята разбирают самые важные инструменты для любого мероприятия. Я правильно понимаю, что каждый пикет – это пикет от творческого направления Управления по делам культуры? Да, именно так. Всего существует сколько направлений? 10 направлений, получается, каждый пикет равно направление. Отлично. Как ребята настроены вообще, в принципе, на фестиваль? Да, ребята, вы заряжены? Да! Ну, все хорошо. Отлично. Ну тогда все, факультет журналистики ждем в топ-3. Топ-1. Ага, поверил. Ну и бредятина. Девушки, здравствуйте. Мне кажется, что я где-то вас видела. Итак, это мастерская ведущих, да? Именно здесь прошел этап становления меня как личности. Именно вот в этой мастерской, наклеенной на скотч. Да-да. Расскажите, что первокурсники делают на вашем пикете? Главная задача ведущего у нас что? Донести информацию До зрителя. Так. Вот, поэтому мы проверяем, как ребята умеют доносить информацию до своих сокомандников. Утопаю в омуте. Провода в небо, только в нем учатся. Мы не отвлекаем от пикета, не отвлекаем. Представляю вам куратора команды экономического факультета Артура Радивановского. Артур, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, у вас такой очень интересный образ у вашей команды, да? Да, вот, даже вот так. Ого, прикольно. Расскажите, что за концепт? Мы безликие, у нас нету определенной личности, у нас их много. Мы можем украсть у какой-то команды их личность и стать легендой. Глубоко. Привет, мама, папа, сестра с Новгорода, из Полоцка. Это юга на века! Им, между прочим, 15 лет. Всего сегодня наших первокурсников ждет 10 пикетов от 10 творческих направлений Управления по делам культуры БГУ. Прямо сейчас мы находимся возле организаторской мастерской. Расскажите, ребята, какое направление от УДК вы представляете и чем первокурсники занимаются на вашем пикете? Добрый день, Милана. Мы предоставляем возможность первокурснику быть организатором и окунаем их в этот омут с головой. Мальчики, вы точно первокурсники и вы точно участвуете в фестивале UFM, в творческом фестивале, а не в спортивном? Не точно, но по последним информациям, да. Отлично, расскажите, что у вас за классные прикиды такие? Мы команда трехочковые, баскетболисты. Ну, вообще, Мехмат, первый курс. вообще на матч ехали, просто случайно тут оказались. Ты, по-моему, перепутал. Как настроение вашей команды, как взаимоотношения с куратором, как проходятся пикеты? Мы все супер заряжены. У нас класс. боевой настрой, мы готовы только побеждать. Все готовы в этом году побеждать. Интересно. Но все как бы первое место и не займут. Ваши ставки, кстати, топ-3. мы на первое первом, место, конечно, очевидно, Мехмат, Мехмат. это Так. бесспорно, конечно же. Ну, давайте на втором месте будет журфак. Так. На третьем, я надеюсь, физфак. Вы их видели, они очень милые. У них костюмчики такие. Идем к физфаку смотреть на костюмчики. Какой вы факультет и какая концепция у вашей команды? Физический факультет. Концепция команды – диссоциация личности, самопознание через диссоциацию личности, начинающееся безумие. Понятно.
Если вам сейчас кажется, что у вас двоится в глазах, то вам кажется. Во-первых, посмотрите, какие невероятные образы у девчонок. Ради приличия мы спросим, какая концепция их команды, но мне кажется, что здесь и так все понятно. И расскажите, что за интересный дневничок у вас в руках. Наша концепция — это Мэрилин Монро, а это дневничок. Здесь каждый год, каждый факультет пишет свое послание на следующий год, чтобы потом такие же ребята, как мы, могли это посмотреть и приготовиться к будущей победе. К будущей победе, вот так. А ФМО никогда у нас не бывает скромными, да-да. В этом зале буквально через несколько секунд начнется музыкально-интеллектуальный квиз для первокурсников. Вот прямо сейчас идет подготовка, а мы немножечко подсмотрим в бланке их ответов и посмотрим, как вообще все здесь будет проходить. Рядом со мной находится сейчас Юля Качула. Это девчонка, которая составляла квиз для наших сегодняшних первокурсников. Юля, расскажи, по твоему мнению, самый тяжелый вопрос в квизе? Мне кажется, самое, наверное, сложное это был раунд с классической музыкой, потому что нужно было написать композитора, нужно было все произведение, откуда там оно взято. Поэтому, мне кажется, вот это самое сложное. Получается реально и музыкально, и интеллектуально. Да, все именно так. Вы знаете ответ на вопрос? Да, мы все знаем. Молодцы, а вы кто? Биологический факультет, команда Shameless. Мы все вообще это знали, подпевали постоянно. Отлично, это хорошо, это супер. Я прошу, верни, что так желанно мне. Внимание, именно отсюда все слышат этот злосчастный голос Ани. Осталось 10 секунд. Переходим к 5-му вопросу. Прямо сейчас в радиофизике проходит очень важный и ответственный конкурс. У нас все серьезно, никаких шуток. На старт! Внимание! Марш! Hi, Барби! Hi, ребята, по-моему, сразу, вот по вам точно понятно, какая у вас концепция. Расскажите, почему именно такая в этом году? Ну, мы выбрали опенгеймера, потому что мы очень любим Кристофера Нолана и Киллиана Мёрфи. Ребята, вы очень стилевые, очень красивые. Расскажите, какой вы факультет и какая у вас концепция? Мы юридический факультет БГУ. У нас концепция Томаса Шелби. Легендарный сериал, легендарные герои, тем более история на реальных событиях, поэтому легенды. Отлично. А кто из вас Томас, а кто Шелби? На самом деле мы все равны, поэтому у нас все Томасы, все Шелби и все легендарные личности. Отлично. Если у вас какая-то крутая кричалка на этот UFM? Шелли из юрфака порвет всех однако! Юрфак! Рядом со мной находится организатор ЮФМа Иван Васильевич Жуков. Иван Васильевич, расскажите, как вам первокурсники в этом году? Супер. В этом году они, мне кажется, еще более яркие, более позитивные, более драйвовые. Я думаю, что из года в год будет становиться планка все выше и выше. Поэтому фестиваль проходит просто на высшем уровне. Расскажите, вот прямо сейчас ребята проходят квест-гонку. Я уже заметила, что на каждом пикете им даются какие-то картинки, да? Да, это шестеренки. То есть у нас такая концепция, что это фабрика по производству легенд, управление призывом культуры. И они собирают части какого-то общего механизма, который в конце им нужно будет вот обязательно сложить. Хорошо, когда они в конце складывают весь этот механизм, пройдя все пикеты, что получается? Это секрет. Ну, вы же понимаете, что мы все равно этот секрет разгадаем. Ребята, но есть ощущение, что вы к нам из каких-то далеких 20-х, что вы очень дорого одеты. Расскажите концепцию, пожалуйста, вашей команды. Кто вы, что вы? У нас концепция команды по фильму «Великого Гэтсби». Мы закрытый клуб, в который очень тяжело поступить, но, тем не менее, мы показываем свою частичку общества, показываем другим, насколько мы великолепны, насколько мы пафосны и нереально красивы. Наша команда называется «Золотое пересечение», потому что мы пересекли в себе лучшие качества богатства, элитности и творчества. Вот такая заварушка. А как вам? Расскажите, ребята, вы говорите, очень тяжело к вам попасть в ваш закрытый клуб. Что мне нужно сделать для того, чтобы стать частью вашего клуба? Вам надо добиться успеха, быть популярной и достигнуть пика в какой-то области. Например, как Вова у нас главный дизайнер в Республике Беларусь. Походу, мне никак в него не попасть. Зато у меня есть визитка «Золотое пересечение». Ребята, у вас есть какая-то крутая кричалка на этот UFM? Сахар не соль! Сахар не соль! Сахар не соль! Не соль! Не соль! Вода не земля!
земля! Вода, не земля! Мастерская СММ. Давайте спросим, что такое СММ. Здравствуйте, девчонки. Здравствуйте, добрый день. Расскажите, что такое СММ и чем вы тут занимаетесь? СММ — это social media marketing. Так, оно очень-очень affordable. Чем мы занимаемся? Мы продаем продукт через социальные сети. К нам подходят команды, и их задача ответить на 2 вопроса касательно социальных сетей УДК БГУ. Все просто. Они должны быть в курсе, где они, чем они занимаются, что у нас публикуется. И следующий вопрос. Они должны со словом составить слоган и опубликовать его в истории, отметив Инстаграм УДК БГУ. Отлично. Расскажите, девочки, может быть, есть уже какие-то фавориты? Топ-3 я сейчас спрашиваю всех. Их мы разглашать не будем, это секрет. А я готова разгласить. Нет. Вот так вот. Но вы можете не то, что на пьедестале стали лучшими, вы можете сами по себе. Вот какие вам самим в душу больше залегли команды, как бы? Да, знаете, на нашем пикете очень отличилась команда физического факультета. Несмотря на то, что их мало, и они немножко не заряжены, они очень хорошо себя показали на нашем пикете, ответили на все вопросы, отлично выполнили все задания, но есть еще команда мехмата. На мехмате учатся очень красивые молодые люди. Вот понимаете, а мы тут что-то говорим о непредвзятости и всякое такое. Александра, что-то есть сомнения, как будто бы надо санстанцию на вас. Вы знаете, на мехмате молодой человек спел идеальную песню, очень красиво. Александра, но у вас же пиар, пиар-пикет, а не вокальный. Почему вы оцениваете вокал молодых людей симпатичных? Ну, знаете, на пикете же всегда сидят люди. Это человеческий фактор. Прямо сейчас у ребят на шестеренках появились цифры, и эти цифры, как я понимаю, складываются в номер телефона. Да. Сейчас ребята продиктуют мне номер, узнаем, кому надо позвонить. Смотрите-ка. Да. Здравствуйте, Иван Васильевич. Очень мало времени. Да. Очень мало времени. А я прошла пикет, что мне делать? Все, находите меня, я здесь работаю в технопарке, очень быстро нужно найти меня. Хорошо, бегу вас искать. Подписка на сертификат, он обязательно. Хорошо, бегу. Иван Васильевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я только что прошла пикет, что мне делать? Сертификат получили? Да, вот. Ну-ка, давай посмотрим. Вот здесь все подписи. Прошли, да? Да. Супер. Тогда вы изготовили детальку у нас на фабрике. Выбираете какую? Так, вот эту. Вот эту, забирайте. И она вам на закрытие еще пригодится. Тогда до закрытия. До встречи. Хорошо. Команды оказалось по шестеренке, а шестеренки в совокупности создает такое прекрасное слово, как управление по делам культуры. Ребята, ваш шум! На этом дневники первого дня ЮФМ подошли к концу. Вот так ярко и красочно прошел выездной этап фестиваля первокурсников БГУ